Доброе утро, Якутия! Сегодня вторник, и мы с радостью приветствуем всех наших зрителей на наших телеканалах. Смотрите нас, и вы узнаете, какие даты и события сегодня отмечаются, что такое мобильные бригады и как пройти диспансеризацию, насколько выгодно покупать недвижимость в Турции и Арабских Эмиратах, узнаем у эксперта, что почитать на досуге, рекомендации от библиотекарей Национальной библиотеки. А также узнаем, как у Челябинске помогают братьям нашим меньшим. А в завершении эфира увидим красочный фестиваль фейерверков, прошедший выходные в Москве. Будьте с нами, создавайте эфир вместе с нами. Ваши поздравления, вопросы и пожелания мы ждем на нашем телеграм-канале «Утро Якутии», а также по номеру 914-273-44-88. Ну и по традиции наш эфир мы начинаем с информации о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в центральных районах в это утро 4-14 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 5 до 14. В южных в Нерюнгри плюс 9 и плюс 12 в Алдане. В Вилюйской группе 4-9 тепла, в Нижнеленских 13 градусов со знаком плюс. В западных в это утро 8-12 выше 0, а в Колымо-Индигирской группе улусов 7-15 со знаком плюс. В Янских плюс 7, плюс 12, на северо-западе 9-11 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 13 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-восточный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 22 градуса тепла. Всю неделю синоптики почти повсеместно на территории Якутии обещают пасмурную с дождями погоду. Но мы не унываем. Теплые деньки еще будут, а сегодня как раз погода располагает к неспешным сборам на работу. Ну а тем, кто отдыхает, тем более к долгому вкусному чаепитию. Ведь сегодня день малинового варенья. Дата выбора не случайна. На Руси этот день назывался малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен. Сейчас как раз малина поспевает у многих на дачных участках. О других датах и событиях 16 августа узнаем далее. На календаре 16 августа сегодня отмечают День чуда своими руками, День рассказывания анекдотов, День американских горок и День малинового варенья. 16 августа ежегодно проходит День памяти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. На родине музыканта в южноамериканском городе Мемфис в этот день начинается неделя памяти Пресли. Этот день стал масштабным праздником для всех поклонников его творчества, число которых с каждым годом постоянно увеличивается. Также в этот день отмечают праздник в честь одного из самых загадочных персонажей – День Джокера. В этот день можно устроить с друзьями карточную игру с использованием данной карты или посмотреть любое кино с присутствием этого героя. По народному календарю в этот день чтут память святого Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Этот день посвящают сбору малины. Считается, что ягоды, собранные в этот праздник, самые сладкие. Хозяйки пекут из них пироги и делают запасы на зиму. Сегодня нельзя убирать, вытирать пыль, заметать пол, выносить мусор. Иначе можно лишиться богатства. А ветер с завихрениями сулит много снега зимой. События в этот день. В 1930 году создан первый звуковой цветной мультфильм. В этот день вышел в свет первый выпуск журнала Sports Illustrated. В 1976 году на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». В 2006 году в русской Википедии появилась юбилейная 100-тысячная статья. В этот день родились Габриэль Липман, французский физик, нобелевский лауреат. Иван Билибин, русский художник, книжный иллюстратор. В этот день родился Юрий Рерих, русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник. Пьер Ришар, французский актер и режиссер. Геннадий Цыганков родился в 1947 году. Советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион.
Мадонна родилась в 1958 году. Американская певица, автор песен, продюсер, актриса. Именины в этот день отмечают Ян, Николай, Кузьма, Иван, Вячеслав, Антон, Соломея. Мы поздравляем всех именинников этого дня и напоминаем, что у вас есть возможность также принимать участие в нашем эфире. Все, что для этого нужно, это написать нам в телеграм-канал «Утро Якутии», ну или по номеру телефона 8 914 273 44 88. А далее мы поговорим о самом главном для каждого из нас – о нашем здоровье. Как сохранить и сберечь то, что нам дорого, как совершенствуется система регионального здравоохранения и чем готова помочь нам, если мы заболели. Об этом мы поговорим сегодня с министром здравоохранения Якутии Леной Афанасьевой. Лена Николаевна, доброе утро! Доброе утро, Полина. В последнее время врачи активно призывают население проходить диспансеризацию. Как вот это проходит, где можно как раз-таки получить услуги специалистов? Вопрос диспансеризации – это очень важный вопрос, потому что от диспансеризации в целом зависит здоровье населения. Вообще диспансеризация – это комплекс профилактических, диагностических мероприятий, который направлен для определения в целом состояния здоровья населения. При этом мы понимаем, что во время диспансеризации мы выявляем хронические неинфекционные заболевания, факторы риска их возникновения, определяем группу здоровья населения. И в целом диспансеризация необходима для того, чтобы каждый из нас, пройдя в определенный период своей жизни диспансеризации, в последующем мог знать свои проблемы, потому что диспансеризация начинается взрослого населения с 18 лет, и каждые 3 года, с 18 по 39 лет мы проходим диспансеризацию. В этом году диспансеризации подлежат лица, рожденные в 2004 году, в 2001, в 98, в 95, в 92 году, в 89. То есть каждые 3 года, в 89-м, 86-м. И начиная с 40 лет мы уже проходим диспансеризацию ежегодно. Диспансеризация проходит в прикрепленной поликлинике, то есть это может быть поликлиника, это может быть врачебная амбулатория, это может быть фельдшерско-акушерский пункт, то есть то место, куда мы прикреплены. Также для удобства граждан сейчас организуются мобильные пункты. Да, совершенно верно. И при этом, значит, что для этого надо иметь, потому что это все в рамках обязательного медицинского страхования. Для этого надо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. При этом граждане могут записаться по телефону 122, это единый контактный номер, где можно выбрать как раз там кнопка 1, 2. Кнопка 2 – это как раз запись на диспансеризацию в удобное время. Как быть тем, кто живет в районах? В районах через регистратуру и через госуслуги. В принципе, я даже сама пытаюсь, когда какие-то услуги новые приходят, через госуслуги смотреть совершенно спокойно. Можно записаться через госуслуги и можно традиционно через регистратуру. Я бы хотела немножко углубиться в диспансеризацию, потому что мы понимаем, что диспансеризация проходит в 2 этапа. Первый этап мы проходим обследование, анкетирование, проходим опрос, выявляются хронические неинфекционные заболевания, факторы риска и какие-то возможные моменты. Потому что когда опрашивают нас, вот как пациентов опрашивают, мы уже выявляют определенные жалобы, анамнез, то есть история жизни, история болезни, и оттуда уже наследственные факторы, и оттуда уже смотрят доктора, в каком направлении того или иного человека уже проводить исследования. Да? И при этом, значит, есть определенные моменты, начиная с 18 лет до 39, которые идут на диспансеризацию, то есть, что показано, да? При этом, значит, женщинам и мужчинам тоже несколько разные исследования. И если первый этап диспансеризации человек пришел и никогда не знал, что у него повышенное артериальное давление, и во время диспансеризации у него увидели, что у него высокое артериальное давление, то есть это выше 140/90, да? Высокий уровень холестерина, глюкоза, то есть уже подозрение на каких-то заболеваниях. Человека этого дальше, значит, ему
дают, определяют группу здоровья, ставят на диспансерный учет, назначают какие-то препараты. И если вовремя выявленный процесс сердечно-сосудистая патология, не дай бог онкологическая, но тоже надо, когда выявляют, да, допустим, эндокринологическая патология, сейчас очень много сахарного диабета, соответственно, назначается корректирующее лечение, коррекция назначается, и мы знаем, что этот человек будет состоять на учете, его будут приглашать, обследовать, и в таком случае мы вовремя профилактируем какие-либо осложнения и, конечно, качество жизни и продолжительность жизни человека. Что касается второго этапа, то это более углубленное обследование, где уже можно пройти консультацию специалистов, начиная уже хирургов, заканчивая онкологами, кардиологами, неврологами, по узкой специализации и инвазивные методы обследования, такие как фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, то есть обследование кишечника, ректороманоскопия, ну, то есть вот эти вот моменты, которые нам компьютерная томография для выявления патологии легких. То есть эти исследования, которые направлены на раннее выявление той или иной патологии. При этом хочу сказать сразу, что вот, как правило, люди говорят, вот мы работаем, мы не можем. На самом деле по законодательству работающее население, трудоспособное население имеет право на один день для диспансеризации в году, да, то есть освобождение от работы, да, это даже по законодательству, тут уже положено, значит положено. Ну, мне кажется, это важная информация, да, оказывается, конечно. немногие это знают. И при этом сохраняется средняя заработная плата. Что касается людей предпенсионного возраста, за 5 лет до пенсии, да, или пенсионного возраста, то имеют право на 2 дня освобождения от работы с сохранением средней заработной платы. Ну, это действительно, вот для меня даже что-то я новое открыла. Да, вы знаете, Лена Николаевна, мне думаю, что каждый наш телезритель, который смотрит эту программу, сейчас многое для себя новое что-то открывает. И более подробно мы с вами еще продолжим нашу беседу. Но сейчас буквально мы прервемся на небольшую паузу, потому что к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. А после этого мы также узнаем, как сохранить свое здоровье, как пройти диспансеризацию вместе с гостем нашей студии. Так что оставайтесь с нами в течение всего эфира. Задавайте свои вопросы по интересующим вопросам через телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру телефона 914 273 44 88. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В течение недели в Якутске будет работать летняя полевая школа по изучению и мониторингу парникового газа на базе лесной научной станции. Мероприятие объединило молодых ученых из 5 регионов страны. Ими будут изучены результаты уникальной в своем роде станции Саха-Флюкснет, которой нет аналогов на северо-востоке нашей страны. Как мы знаем, в последние десятилетия вопросы изменения климата особо волнуют ученых всего мира. Например, таяние льдов в Арктике или таяние вечно мерзлых грунтов в нашем регионе. Результаты изучения данных этой станции должны четко показать, в чем же действительно заключается причина этих изменений. То, что сейчас в России имеются большие федеральные программы по организации карбоновых полигонов, карбоновых ферм. У нас в республике вот эта амбициозная программа тоже поддержана, тоже создана проектная команда по разработке региональной системы по мониторингу парникового газа. Вот эта школа и проводится. Продавцы не смогут менять условия договора с покупателем. Такой закон вступит в силу 1 сентября. В статье 16 Закона о защите прав потребителей закрепили перечень недопустимых условий соглашения о купле-продаже. Так, магазин не вправе требовать оплатить покупку только наличными или картой, перенести время доставки без согласования с клиентом. При приобретении одних товаров покупателям нельзя будет навязывать другие товары или услуги. Также магазинам запретили требовать персональные данные
покупателей, делая это условием продажи продукции. За нарушение требований закона организации ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а от должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Более 7 тысяч человек подали заявление на получение гектара в Арктике за год. Интерес россиян к участкам распределился неравномерно. Более 3/4 заявок пришлись на 3 региона на северо-западе нашей страны. При этом в Красноярском крае фактически программа началась только сейчас. Появились и предложения по совершенствованию проекта. Так, Госдума в осеннюю сессию планирует рассмотреть пакет поправок, разработанный при участии Минвостокразвития, который упростит ряд процедур по предоставлению и использованию земель. Гектар в Арктике получили свыше 3,5 тысяч человек. Показ якутских фильмов «Обряд Алгыс» и национальные игры представят на экспозиции республики на 4-м Всероссийском фестивале «Таврида Арт» в Крыму. В этом году мероприятие станет одним из ключевых событий года культурного наследия народов России и площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для тысяч молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Тема фестиваля посвящена открытому окну возможностей и поддержки в условиях новой экономики и импортозамещения. Сложности равно возможности. Фестиваль объединит на своей площадке более 300 событий, на которых соберутся 4000 участников со всей страны. Доброе утро всем, кто начинает свое утро правильно, а именно с программой «Утро Якутии». И мы с нашим гостем говорим о том, как сберечь свое здоровье, как пройти диспансеризацию и много полезного и интересного. В студии у нас министр здравоохранения Республики Саха-Якутия Лена Афанасьева. Лена Николаевна, давайте продолжим нашу беседу. Как раз-таки в последнее время многие люди все-таки являются переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Вот как этим гражданам, как часто им нужно проходить диспансеризацию, увеличивается ли у них как раз-таки посещение специалистов после этой болезни? Ну, вопрос очень нужный и важный, потому что на сегодняшний день действительно количество переболевших, которые должны пройти диспансеризацию, и мы понимаем, что их достаточное количество, и при этом, значит, мы, как говорит наш министр Михаил Альбертович Мурашко, опираясь на мнение уже ученых, да, о том, что и клиническую практику, о том, что после заболевания в течение определенного периода, где-то от 3 до 6 месяцев, существует опасность каких-либо осложнений. Ну, таких осложнений, как сердечно-сосудистые катастрофы, это инсульты, инфаркты. Мы понимаем, что заболевание очень сложное идет с тромбообразованием. Да? Такие заболевания эндокринно-обменные, как сахарный диабет, бронхолегочные патологии. И, конечно, эта группа пациентов, эта группа людей должна быть на диспансерном учете, на таком определенном диспансерном учете. И есть такое понятие, как диспансеризация перенесших ковид. Да? Они как раз, эта категория людей подвергаются более углубленной диспансеризации. Обследуется все, что касается сердечно-сосудистой, неврологической патологии, эндокринно-обменной патологии. Да, это как раз на наличие сахарного диабета, либо заболеваний щитовидной железы, ну и других гормональных органов. И также моменты, которые связаны вот непосредственно с тромбообразованием. Конечно, углубленная диспансеризация – это консультация специалистов, узких специалистов, обследование более глубокое и, конечно же, это назначение препаратов, которые необходимы. Это называется вторичная профилактика, это обязательно. И эта категория людей стоит на определенном отдельном учете, и, значит, мы должны понимать, что через 3-6 месяцев мы должны обязательно пройти обследование. Как правило, 6 месяцев. И после того заболевания, которое у нас прошло. Угу. Что касается отдаленных районов нашей республики, сейчас есть передвижные мобильные комплексы. Сколько их поступило в нашу республику, как они работают и как раз-таки там пройти диспансеризацию? С 2019 года у нас в стране
так широкомасштабно идет национальные проекты. И национальный проект здравоохранения, который направлен на снижение смертности населения, да, на то, чтобы население было более здоровое, он направлен на то, чтобы у нас в первое время, у нас, конечно, очень были такие проекты, как и есть на сегодняшний день, как борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, как борьба с онкологическими заболеваниями, то есть более специализированные, да, и очень хорошо, что с прошлого года буквально у нас уже идет такой проект, как программа модернизации первичного звена здравоохранения. У нас на сегодняшний день в республике 14 передвижных медицинских мобильных комплексов, которые закуплены в рамках модернизации здравоохранения. И они у нас в центральных районных больницах, как раз вот на этих передвижных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации. Лена Николаевна, большое спасибо за такую интересную беседу, за то, что вы пришли и как раз-таки рассказали нашим телезрителям. Ну и вы знаете, хочется всем пожелать здоровья, ну и, конечно же, многие из нас ответят спасибо. А вот откуда это слово появилось и как правильно его использовать, мы узнаем далее. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами говорим о речевом этикете. Речевой этикет помогает нам выстраивать нашу коммуникацию в нужном, заданном нами тоне или уметь вежливо выходить из не очень приятных коммуникативных ситуаций. И если человек знаком с речевым этикетом, то ему легче познакомиться, ладить с людьми и избегать и даже улаживать конфликты. Например, такое речевое этикетная формула «спасибо». У него очень интересная история, и происхождение этого слова не имеет, скажем так, одинаковых точек зрения. Так, Владимир Иванович Даль и Максимилиан Фасмер утверждают, что слово «спасибо» возникло от слияния двух слов «спаси» и «бог». Но с этим не согласны староверы, которые утверждают, что это упоминание языческого бога, и поэтому всячески избегают в речи употребления этого слова. Но каково бы ни было происхождение этого слова «вежливости», давайте все-таки его употреблять как самое нейтральное ответ на выражение благодарности. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Если бы собаки и кошки умели говорить, они бы наверняка сказали спасибо волонтерам из Челябинска, которые придумали способ популяризации сортировки мусора. Проект «Разделяйка» принимает вторсырье и сдает на переработку, а вырученные средства направляет в приюты для животных. Организаторы проекта узнали об аналогичной организации в Екатеринбурге и решили повторить идею. Я считаю, что проект интересен тем, что он помогает и природе, и животным. И для многих наших участников именно помощь животным является стимулом к тому, чтобы начать сортировать отходы и сдавать их на переработку. Вот именно помощь животным. Проект существует уже 7 лет, и за это время к нему присоединились более сотни неравнодушных людей. Появились и те, у кого сортировка мусора уже вошла в привычку. Сначала началась разделяйка, крышечки, потом постепенно втянулась. И теперь уже вот не могу просто выбросить, надо куда-то отвезти и сдать. Ну а здесь благотворительность, все равно деньгами помочь, к сожалению, не могу. По мере возможности стараюсь. А вот этот можно же сдать просто в разделяйку, можно сюда привезти, по крайней мере, на благое дело пойдет, какая-то кошечка покушает. Семья Николаевых постоянно привозит мусор в помощь животным. Привезли пластиковые бутылки, привезли жестяные банки из-под консервов, привезли стеклянные бутылки. Что еще? Крышки отдельно, да? Ну, мы постоянно собираем, мы уже. Постоянно собираем, привозим, сдаем. В помощь животным. В помощь животным. Деньги от сортировки идут также и на операции четвероногих из приютов. Приют Лаки, у них кошки, семейная пара, они уже в возрасте, сами содержат всех этих кошек. У них у одной из кошек образовалась постинфекционная саркома, такое заболевание, опухоль, можно сказать, которая образовывается после инъекции. То есть она может образоваться уже и через год, через 2, через 5 лет. И провели эту операцию по иссечению этой опухоли. И как раз всю операцию, разделяйка она оплатила. В
конце лета и в начале осени оживает рынок недвижимости, и здесь в этом году отметились неожиданные тенденции. По данным СМИ, россияне массово скупают жилье в городах Турции, а также в Дубае. В спросе у наших соотечественников вырос спрос на 84% по сравнению с прошлым годом. И чем так привлекателен рынок недвижимости в этих странах? Стоит ли туда инвестировать свои средства и какие могут быть подводные камни, которые стоит ожидать при покупке жилья за границей? Чтобы об этом разобраться, мы пригласили эксперта нашей студии. В гостях у нас Ванесса Попова. Доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите, в Якутии у нас также популярно приобретать недвижимость за рубежом, как раз-таки по направлениям Турции, Объединенных Арабских Эмиратов? Да, хочу сказать, что это очень сейчас актуально, так как, в связи со всеми ситуациями, в связи с тем, что люди хотят сохранить свои деньги, хотят приумножить свои деньги, хотят получать пассивный доход, и сейчас дети очень часто стали выезжать за границу именно на учебу, на поступление, и это Дубай единственный город, который включает в себя больше 200 видов разных университетов, такие как Оксфорд, Гарвард, Бостонский государственный университет, такие все топовые вузы находятся в Дубае. Что касается как раз-таки покупки недвижимости, можно ли рассматривать это как элемент инвестирования своих средств? Конечно, конечно. Здесь стоит учитывать, что данная купленная недвижимость растет в цене. Дубай сейчас на данный момент стоит как проект, который только-только развивается, только-только берет свои, скажем так, обороты. Не вершина еще, очень круто растет, а также аренда самая высокая в мире в Дубае. ROI самый высокий, где-то 8-10% годовых. То есть, в принципе, можно приобрести там недвижимость и при этом сдавать ее? Да, конечно, конечно. Не потеряют ли в средствах как раз-таки владельцы такой недвижимости? Нет, нет. Более того, покупатели апартаментов в Дубае могут получить вид на жительство, открыть счет, отдать ребенка в школу и пользоваться всеми благами, которым пользуются местные жители. Сами арабы. А вот что касается коммунальных платежей, налогов на землю, а также на недвижимость? Смотрите, вообще Арабские Эмираты нам известно, как это безналоговая страна, но при покупке апартаментов оплачивается 4% налога, и на этом все. Допустим, человек решил перепродать, тут не возникает подоходного налога, то есть он перепродает, понятное дело, по другой стоимости. Сдает в аренду, там тоже не возникает подоходного налога, что очень-очень привлекает очень многих инвесторов, и на самом деле это очень круто, и на этом можно зарабатывать хорошую сумму денег. А в каких городах чаще всего как раз-таки приобретают недвижимость за рубежом в Турции? В Турции это в основном Алания, Махмутлар, такие районы, которые очень популярны среди жителей Российской Федерации. Курортные такие зоны, да? Курортные зоны. Что касается текущей ситуации по поводу закрытия границ, и несколько проблематичного выезда за рубеж, вот как с этим дела обстоят? Здесь я хочу сказать, что на данный момент никаких проблем нет выезжать за границу. Мы летаем постоянно, то мы в России, то в Якутии, то в Дубае, то в Турции. Никаких сейчас проблем на самом деле нет. Очень многие наши клиенты, а их очень много, они по всему миру, начиная с Америки и заканчивая Китаем. И они все без проблем летают по всему миру. Сейчас нет никаких закрытий и так далее. И еще второй вопрос. Знаете, вопрос меня какой интересует. Вообще, весь все разговоры о приобретении недвижимости за рубежом, они немножко звучат как сказка какая-то, но которая может стать реальностью. Насколько сильно по цене, по ценовому различию как раз-таки российского и зарубежного рынка отличается вот это вот? И есть ли возможность российским гражданам брать также в ипотеку? Ипотека. Смотрите, вообще в Дубае недвижимость начинается от $120 тысяч. Это по нашим деньгам плюс-минус до 8,5 миллионов рублей. И здесь есть рассрочка, она беспроцентная, идет от застройщика. То есть у человека есть возможность частями оплачивать без процентов.
без процентов. И вот эта рассрочка бывает на 5 лет, бывает на 6, бывает на 10 лет. Так что у каждого человека, у каждого клиента у каждого есть возможность, хочу сказать. По вашей статистике, кто чаще всего приобретает такую недвижимость? Это все-таки состоятельные люди, либо это пары какие-то семейные, которые уже есть детки, либо как раз-таки молодые люди? Здесь хочу сказать, что вот эта статистика, она примерно поровну, потому что молодых ребят очень много, которые приобретают, и здесь криптовалюта очень актуальна, так как в Арабских Эмиратах эта валюта используется на государственном уровне, здесь застройщики принимают такой вид валюты, да, криптовалюты, у всех есть криптокошелек там и так далее, и заканчивая пожилой семейной парой, которые хотят провести зиму в таком прекрасном городе, как Дубай. Но вообще приобретение жилплощади своего квадратного метра – это очень такой тонкий вопрос и связан с многими страхами, а также можно наткнуться на мошенников. Вот какие нужно знать подводные камни, на что нужно обратить внимание, как раз-таки приобретая не просто жилплощадь на территории нашей страны, но и за ее пределами, чтобы не прогадать и как раз-таки на вот этих черных застройщиков не наткнуться. На самом деле, это очень хороший вопрос. Очень часто задают такие вопросы, и я очень люблю отвечать на них. Смотрите, наша компания, она международная, и мы на рынке более 10 лет. У нас есть лицензия международного брокера. Мы работаем с теми застройщиками, у которых классная репутация. Классная репутация. Мы сейчас занимаем первые места у такого застройщика, как Эмар, который построил Бурдж-Халифу, Дубай Молл, такие вот знаковые места, да, постройки. Сейчас они строят большой Крик Тауэр, который будет выше, чем Бурдж-Халифа. Смотрите, еще очень многое зависит от брокера, от лицензированности данного брокера, а также в Дубае есть такие зоны, как фрихолд, да, например, иностранцы могут купить себе недвижимость и оставить себе, передавать детям, своим внукам. Есть такие зоны, вот эти зоны надо знать и получить консультацию, воспользоваться помощью хорошего специалиста. Большое вам спасибо. Действительно, это очень полезная, интересная информация, которую, я думаю, многие сейчас взяли на карандаш. И спасибо, Ванесса, что в это утро вы как раз-таки пришли, рассказали нам о таких замечательных возможностях. Спасибо за приглашение. Мы двигаемся далее. Сегодня, как мы уже упоминали, день малинового варенья, с чем мы вас и поздравляем, друзья. Ну а какое варенье без чая? Вот, кстати, какой чай вы предпочитаете? Черный, зеленый, белый, желтый, может быть, улун или пуэр? Вот в России, кстати, издревле еще пили чай из Кипрея. Иван-чай вам наверняка всем знаком. Так вот, и у нас в Якутии, и в других регионах страны употребление этого растения в виде чайного напитка в последние годы стало очень популярным. Подробности мы узнаем далее. Так собирается листочек, вот так раз до желтого, видите? Все готово. Так собирается цветочек сверху. И семечки тоже идут. По словам фермера, идея заняться производством иван-чая, или как ее еще называют, кипреем, пришла летом, когда все цвело и пахло. Изначально мужчина делал чай для себя и своих друзей, но постепенно заказов становилось все больше, и производство разрослось. Я этим занимаюсь, потому что это людям нравится мой чай, они меня постоянно хвалят, и это мотивирует очень хорошо. На своем участке фермер обустроил все необходимое для производства напитка. Здесь есть поля с иван-чаем и комната в доме для сушки сырья. География продаж чая Ибраима широкая. 90% это потребители из России, а также есть постоянные покупатели из Японии, Северной Америки и даже Австралии. А для меня это скорее хобби, наверное, больше. Образ жизни, потому что у меня не только иван-чай, у меня здесь вообще, чтобы жить на земле, нужно овладеть там десятками, если там не сотнями разных профессий. И это очень интересно. Там нужно быть и, не знаю, растениеводом, животноводом, строителем, плотником там. Фермер считает, что с уходом с российского рынка зарубежных компаний, которые поставляли в страну напитки, появилась возможность вывести популярность иван-чая на новый уровень. Иван-чай – это такой продукт, как зеленое, золотое, русское, считает фермер.
Мы часто рассказываем в наших эфирах о людях, которые увлечены, способны вдохновить других на то, что приносит радость и пользу окружающим. Вот накануне к нам в гости приходила целая команда таких молодых и креативных людей. Это участники анимационной студии «Феникс». И мы не упустили возможности поговорить с ними об их творчестве, об анимации комиксов и новом совместном проекте с якутскими коллегами. Ребят, ну, во-первых, рада вас приветствовать, что вы нашли время и посетили как раз-таки наш эфир и стали гостями. Давайте вначале поговорим в целом о вашей студии. Как вообще возникла идея ее создания, с чего все начиналось? Очень приятно, что я здесь. Студия возникла скорее естественным образом из развития моего YouTube-канала. Я изначально ютубер-аниматор сольный, и когда вокруг начали появляться единомышленники, люди, которые занимались схожими вещами, а постепенно из них сформировалась команда, которая превратилась в студию. Вот. И это скорее такой естественный процесс, целенаправленно, как будто бы оно всегда, никогда не возникало. Ну и как раз-таки познакомьте нас со своей командой. Да, вот, собственно, здесь у нас Сафрон Варламов, да. Он автор проекта «Дети АИ», главный сценарист. Вилен — это со-сценарист проекта. И Сережа Федоров, он занимается музыкальным и звуковым сопровождением проекта. Вы к нам приехали на фестиваль Geekfest, который прошел в эти выходные. Поделитесь своими впечатлениями. Что вас поразило? Что, может быть, новое вы для себя открыли? Вообще, как вам вот этот вот фестиваль? Пришло очень много людей, и достаточно большая пропорция косплееров была к посетителям. То есть, наверное, каждый третий был косплеер, может быть, я вот играю, каждый пятый, как минимум. То есть очень большая активность, люди очень жаждут подобных ивентов, и я очень рад, что все это было организовано очень хорошо. Ну, я начну с того, что для такого маленького города я не ожидал, что фестиваль будет настолько большим и соберет такую огромную аудиторию, потому что ощущение было, как будто бы я из Москвы не уезжал. Настолько сильный ажиотаж этого фестиваля и настолько много там разных активностей, так сказать. При этом ощущения довольно теплые. Ощущение довольно теплое от фестиваля. Какое-то очень правильное соотношение активностей и, ну, скажем так, ярмарки. Мне не очень нравится вот на многих московских мероприятиях, что в целом подобные фестивали превращаются в большой рынок. Ну, учитывая, что 2 года были ковидные, и люди, видимо, очень заждались по таким фестивалям, было видно, что размах был огромный, и люди очень хотят таких мероприятий, чтобы развлечься, там, встретиться со своими кумирами, можно так сказать, да. И надо сказать, что прием был очень хороший. Я думаю, не столько с кумирами, сколько с теми, кто разделяет их интерес. То есть с друзьями, с потенциальными друзьями на этом фесте. Очень много знакомств, я так понимаю, происходило среди молодежи, и это в первую очередь хорошо. На фестивале вы презентовали мультсериал по мотивам якутской культуры «Дети АИ». Что это за проект? Кто является инициатором его создания? Как вообще возникла идея? Ну, меня поразило, что... Ну, как это вообще произошло? Я листал ленту, был подписан на паблик ВК Сафрона. Мы с ним уже работали какое-то время до этого. Он зарекомендовал себя как очень исполнительный, очень ответственный человек на другом проекте «Духа моей общаги» нашем. И я увидел пост с якутами, нарисованными в национальной одежде. Мне показалось, что это очень интересно, потому что я такого еще не видел, хотя, казалось бы, вот вроде там советских мультиков было много, основанных на фольклоре, но среди современной культуры почему-то не используется, может быть, считается скучным или считается банальным или чем-то уже не актуальным, но мне показалось, что наоборот, поскольку это уникальный современный способ интерпретации национальных традиций, нарисовано было все в современной графике, мне показалось, что это очень хорошо смотрелось бы в мультфильме. Вот, и, собственно, я написал Сафрону, говорю, давай сделаем, попробуем сделать из этого мультфильм, или мультсериал, или полнометражный, или разделенный на серии. То есть практически Сафрон вы были каким-то идейным вдохновителем? Я увидел концепцию, которая уже существовала. Да, вот расскажите об этой концепции, какая ваша была основная цель? То есть это было просто какой-то творческий порыв, который впоследствии вылился вот в такой интересный проект? Ну, творческий порыв был, но скорее вначале был такой поиск идеи. То, что Федь ко мне обратился делать проект, и тогда я начал думать над тем, что могло бы стать основой этого проекта. И очень много времени ушло на то, чтобы найти и прощупать вот эту почву.
То, что сейчас мы пришли к семейной драме, но пришли мы к ней далеко не сразу. Вильгельм, вы являетесь со-сценаристом данного проекта. Для вас это сравнительно новая культура. Вот с чем вы столкнулись как раз-таки на этапе работы над этим проектом? Ну, из сложностей было то, что информация про Якутию, именно что касается Якутии древности, она очень сложно гуглится. То есть большинство информации я черпал как раз-таки через моего коллегу Сафрона Варламова. Он мне помогал, он мне первое время скидывал очень много материалов, очень многое объяснял, что, как, где работает, какой миф с каким стыкуется, кто этот ботур, кто этот ботур. Вот, то есть первый месяц для меня был буквально подготовительным. Я собирал информацию, как-то ее перерабатывал, и только потом я начал работу над сценарием. Сергей, что касается музыкального сопровождения, что вы для себя открыли нового как раз-таки из нашей якутской культуры? Я вообще занимаюсь импровизационной музыкой, то есть там условно с джазменами, и мне это очень интересно, то есть импровизация именно текстовая. Да, это очень интересно. Вот мы летели в самолете, и я изучал олонхо. Удивительная штука, она меня в хорошем смысле будоражит, потому что это, насколько я понял, это некая импровизация. То есть есть олонхо-суд, который изображает, ну что я, собственно, вам буду сейчас рассказывать, вы и так, наверное, знаете. Значит, есть несколько персонажей, да, вот он изображает их с помощью голоса, а также есть некий текст, который между персонажами, то есть просто повествование. Насколько я понял, там довольно большая доля импровизации. Что касается вообще жанра анимации, комиксов, это все-таки для определенной возрастной категории потребителя или же все-таки для всех? Я помню, как еще лет 10 назад было стыдно признаться, что читаешь комиксы и смотришь мультики, а сейчас все спорят, кто круче, там, Marvel или DC, на полном серьезе. Вот. Конечно, хотя даже уже эти споры не актуальны, сейчас гораздо более глубокие споры ведутся. То есть в моем ощущении это все просто стало частью нормы, и в дальнейшем оно будет только нормироваться. Опять же, все дело в самих произведениях. У нас появляется много русских авторов, не только мы, естественно, очень много хороших русских авторов в комикс-магазинах, которые имеют действительно большую популярность, и это тоже очень сильно двигает. То есть, когда появляется сам контент, когда появляется автор, который дает что-то зрителю, зритель сам приходит. Я рассчитываю, что вот там я подглядел листик, там был вопрос про что отличает российскую анимацию от остальных. Пока что не сильно что, потому что, появляются какие-то ростки самобытности, и это хорошо, но они все еще недостаточны, чтобы сходу отличить и дать какой-то, описательный, визуальный, вернее, дать какое-то визуальное описание там, в 2 словах. То есть есть еще некоторые проблемы с идентичностью. Вот, мне кажется, дальнейшее развитие российской анимации — это поиск как раз этой идентичности, которая будет ее выгодно отличать на международной арене. Так как комиксы являются частью медиакультуры, развлекательным контентом, я думаю, что они будут актуальны всегда, так сказать. Тем более, если они будут раскрывать какие-то темы, которые актуальны на то время, или же темы, которые вечны, то, в принципе, они могут быть читаемы всегда. Да, это и вопрос, в любых культурах. Вопрос составляющий, вопрос содержания, потому что в любом жанре, в любом направлении важно само содержание. И даже, очень важно подчеркнуть, даже тот факт, что это произведение, основанное на фольклоре, это не в первую очередь произведение, основанное на фольклоре. Это в первую очередь интересная драма, завязанная на развитии персонажей, на их пути, а уже потом в нем есть какая-то настройка в виде культурной идентичности. Да, как приятное дополнение. Да. Кто любит читать не только комиксы, но и традиционную текстовую литературу, мы предлагаем очередную рекомендацию от Национальной библиотеки в нашей постоянной рубрике «Книжная полка». Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу про книгу «Сон номер 9» Дэвида Митчелла. У этого автора, возможно, вы читаете «Облачный атлас» или смотрели этот фильм когда-то. «Сон номер 9» не менее интересная и эпатажная книга. Есть экранизация 2011 года. Про эту книгу можно сказать, что ее можно перечитывать в жизни несколько раз, потому что Эдди Мияки, главный герой книги, ищет своего отца в Токио, и это, в принципе, вся основная канва сюжета. Внутри мы видим сны героя, мы видим постмодернистское пространство, мы видим игру автора с читателем. То есть это не просто текст,
это некий концентрат текста. Сразу покажу плашечка 18+, то есть здесь нет ничего страшного, чем обычно пугают 18+, но издатели перестраховались, потому что здесь есть немного жестокости, здесь есть немного внутреннего мира Мияко, порой запутанного и сложного. Кому можно читать эту книгу? Любому, кто считает себя подкованным в чтении, кто не боится интеллектуальной литературы, потому что здесь есть отсылки на массовую культуру, отсылки на другие тексты. И Дэвид Митчелл, сегодня автор, которого уже называют классиком европейской литературы, я советую его читать хотя бы потому, что здесь легкий постмодернизм не мешает воспринимать текст, а герой приятен читателю до самого конца. Так что Дэвид Митчелл, «Сон номер 9», рекомендую. А прямо сейчас к нам присоединились коллеги из нашей информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Использовать материнский капитал теперь можно будет для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон уже вступил в свою силу. Обязательное условие для такого расходования средств – наличие у детской дошкольной организации лицензии на образовательную деятельность. По прогнозам, пользователями новой услуги могут стать 4500 российских семей. Свыше 14 километров газораспределительных сетей построят в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского района до конца августа для создания возможностей полной газификации. В настоящее время 3 бригады газовиков сварили 9 километров газопроводов. Продолжается строительство газопроводов-вводов и изоляция труб. Согласно проекту, к домам выведут 220 газопроводов-вводов, в том числе 110 семей заявились на подключение по программе социальной газификации в 2022 году. В эти дни на территории Амгинского района проведены мероприятия по борьбе с сибирским шелкопрядом. Обработка очагов авиационным способом, химическим методом проведена в местности Джиама Багинского наслега. Общая площадь обработки составила 1148 гектаров. На борьбу с вредителем был применен контактно-кишечный инсектицид Кларин-К, используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет 3-й класс опасности. Он безопасен для людей, крупного скота и теплокровных животных в целом. Но на период обработки запрещается посещение участков с 10 по 27 августа и сбор ягод и грибов на участках, намеченных на обработку. Также борьбу с сибирским шелкопрядом начали в Мегино-Кангаласском районе, а в Горном районе обработка завершена. Это работа очень ответственная. Полеты выполняются на сверхмалых высотах. И нужно строго соблюдать места, куда распыляются химикаты, то есть избегать попадания их на дороги общего пользования, на озера, на полянки. То есть все это строго мониторится. Командир говорит, включай, выключай аппаратуру, сам этим занимается. Вот. Также для экономии времени, бензина приходится выполнять такие крутые маневры, чтобы долго не летать, да, пооперативнее все это выполнить. Темпы строительства жилья в Якутии остаются на высоком уровне, и с каждым годом количество введенных квадратных метров неуклонно растет, отметил заместитель министра строительства Российской Федерации Алексей Ересько в ходе осмотра строительных работ в новом микрорайоне Звездный в столице региона. Чиновник осмотрел строящиеся дома, где его заинтересовало не только качество строительства и отделки, но и коммунальная инфраструктура. В частности, он отметил, что установка автоматизированного теплового пункта в каждом доме – это отличное решение для наших климатических условий. Также Алексей Ересько отметил, что строительство нового жилья в Якутии способствует и развитию программы по расселению из ветхого и аварийного жилфонда. И в ближайшее время в России будет запущена новая программа в этом направлении. Сейчас готовим к запуску новой программы расселения аварийного жилья.
готовим правила новые по ней. Я уверен, что у республики есть все шансы включиться в эту программу и также усиленными темпами, как занималась республика в рамках старой программы, в новой программе продолжить расселение аварийного жилья. К сожалению, его еще много здесь. Мы сегодня тоже осмотрели кварталы, которые застроены практически полностью, к сожалению, уже аварийным жильем. Но надо двигаться дальше. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну и прямо сейчас свежая и актуальная информация о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 4-14 градусов выше 0, в заречной группе 5-14. В южных плюс 9, в Нерюнгри плюс 12 в Алдане, а в Вилюйской группе от 4 до 9 градусов тепла, в Нижнеленских 13 выше 0. В западных от 8 до 12, в Колымы-Индигирской группе Улусов от 8 до 15 градусов со знаком плюс, в Янских от 7 до 12. На северо-западе от 9 до 11. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 13 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой дождь. Ветер юго-восточный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 20, плюс 22 градуса. Ну и несмотря на то, что сегодня в столице нашего района будет очень тепло и даже жарко, не забудьте все-таки взять с собой на прогулку зонтик. А я двигаюсь дальше и расскажу, как ярко и красочно прошел в Москве 7-й международный фестиваль фейерверков «Ростех». Он проводится с 2019 года. В первый день за звание чемпиона поборолись 4 пиротехнические команды. Пиромаг, Авакам Групп из Мексики, Пиротим из Сербии и Пирокласс из России. Гости мероприятия также смогли насладиться выступлением музыкантов и флайбордистов, а также световым шоу. В этом году праздник посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов страны. Победителем конкурса стала команда из Пакистана. На такой красивой, красочной ноте наш эфир подходит к завершению. Нам всегда приятно, когда есть обратная связь. Даже если вы пишете просто поздравления своим родным и близким со знаменательными датами, мы знаем, что вы нас смотрите и ждете. Поэтому не забывайте писать нам наш телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру телефона 8 914 273 44 88. Отправляйте ваши вопросы, поздравления и пожелания. Поверьте, мы все читаем и учитываем в дальнейшей нашей работе. Ну а завтра мы вновь поговорим с вами на интересные темы. Мы узнаем, как сейчас родителям подобрать правильно школьную форму, что интересного готовят для нас в магазине, а также как это сделать, чтобы это было универсально. Ну и, конечно же, друзья, мы всегда рады начинать вместе с вами утро и надеемся, что вы делаете это тоже вместе с нами. На телеканалах Якутия 24 и НВК Саха в программе «Утро Якутия». Всем хорошего дня!